В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу самые заметные события уходящего дня. Ежегодная прямая линия с президентом России состоится 19 декабря. Куда направить обращения и вопросы? Зарплаты бюджетников социальной сферы проиндексируют с 1 января следующего года. Кого коснутся изменения? Правительство России направило финансирование на выплаты в 2025 году за выявленные онкологические заболевания. Кто их получит? В городском парке Нерингри состоялось торжественное открытие зимнего сезона. Чем же необычен сезон в этом году? В Якутске стартовало первенство среди юношеских футбольных команд республики. По итогам сформирует состав сборной Якутии. Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в совмещенном формате 19 декабря. Прямая линия состоится в 12 часов. Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putin.ru, СМС или ММС-сообщение на номер 04040 и по телефону 8 800 200 40 40, а также через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. Зарплаты бюджетников социальной сферы проиндексируют с 1 января 2025 года. Это следует из закона о федеральном бюджете, который 30 ноября подписал президент России. Кого коснутся изменения, расскажет Петр Васильев. Законотворцы уже регламентировали, какой будет индексация зарплатных доходов у наемного персонала в бюджетном секторе экономики в новом 2025 году. Сценарий повышения предусматривает несколько этапов, причем каждый этап затрагивает отдельные категории работников бюджетных организаций. Итак, индексировать заработные платы бюджетникам в следующем году будут так. Этап первый – повышение трудовых доходов работников, занятых в социальной сфере экономики. Этап второй – повышение для отдельных госслужащих и работников правоохранительных органов. На 13,2% зарплату поднимут врачам, медицинским работникам, учителям, преподавателям вузов, социальным работникам и ученым. Остальным работникам госучреждений, судьям, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета и госслужащим федерального уровня проиндексируют зарплату на 4,5% по уровню ожидаемой в следующем году инфляции. Этим категориям бюджетников индексация зарплаты проводится ежегодно 1 октября. Авторы отметили, что индексация позволит достичь целей, названных в указах президента. В них говорится, что оплата труда бюджетников социальной сферы должна достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее. Например, в Белгородской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Росстата на 2023 год составила 54 495 рублей. Ну а в Архангельской области 76 368 рублей. Ведущий специалист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков в комментариях назвал индексацию для медработников солидной. Он отметил, что повышение зарплат бюджетников имеет догоняющий эффект, то есть оно должно компенсировать то, что в прошлом году недоиндексировали. Ну а директор Института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец считает, что двузначная индексация зарплат врачей и педагогов продиктована необходимостью удержать их в бюджетных учреждениях и не допустить ухода их в коммерческий сектор. С 1 октября этого года на 5,1% уже проиндексировали зарплаты работников федеральных учреждений и сотрудников силовых ведомств. Речь идет о медицинских работниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также гражданском персонале силовых ведомств. В Якутии же направят на эти цели около 19 миллиардов рублей работников целевых категорий в 2025 году. Доходная часть госбюджета при этом на 2025 год составляет 291,3 миллиарда рублей, что меньше показателя 2024. Часть средств из федерального бюджета, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, еще не доведена до регионов. В рамках рассмотрения законопроекта о госбюджете во втором чтении при поступлении данные суммы распределены по приоритетным направлениям. Не скроем, что бюджет 2025 года он непростой. Мы, во-первых, подошли концептуально каким образом. Первое, мы постарались сохранить все наши социальные обязательства. Это со стороны государства, со стороны республики они сохранены. Касаемо выплаты заработной платы, социальных гарантий всем категориям наших жителей.
социальных выплат наших, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Саха-Якутия. В этой части вопросов не возникает. Такой существенный процент повышения бюджетникам в социальном секторе позволит в полном объеме обеспечить достижение так называемых зарплатных целей, которые регламентированы майскими указами главы государства Владимира Путина. Арсений Николаев провел совещание по итогам финансово-хозяйственной деятельности с руководством акционерной компании «Железные дороги Якутии». По итогам этого года отмечается положительная динамика экономических показателей. Перевезено 421 тысяча пассажиров и 8,5 миллионов тонн груза. Компания обеспечена доставка грузов в рамках северного завоза. Объем перевозки на Нижний Бестях составил более 1 миллиона тонн. Компания успешно справилась с теми задачами, которые ставились перед компанией. Это в первую очередь это северный завоз всех народно-хозяйственных грузов, продуктов питания, нефтепродуктов в нашу республику. Практически на 12% завезли больше, чем в 2023 году. В целом компания перевезла на 7% больше грузов по сравнению с прошлым годом, а северный завод, наоборот, увеличился. Наконец-то к концу года нам удалось стабилизировать вывозку угольной промышленности. И мы вышли на те необходимые графики, и сегодня идем с опережением плановых задач на 4% по сравнению с 2023 годом. Летом на территории речного порта начала работу промышленная линия по производству щебня и отсева дробления с добавлением крупного речного песка. Проект реализует группа компания Starway, которая занимается строительством жилого комплекса, собственной инфраструктурой и набережной. Подробнее расскажем в следующем материале. Для комплексного развития территории важно иметь собственное производство строительных материалов. Новый жилой квартал будет включать более 360 тысяч квадратных метров жилья. Собственное производство дает возможность бесперебойного снабжения строительным материалом всех площадок проекта «Ленские высоты». Основным изменением работы промышленного блока стало производство бетона и свай высочайшего качества. Мы дорожим репутацией, поэтому надежность и качество производимых материалов для нас и будущих жильцов, соответственно, это приоритетная задача. А жилой квартал «Ленские высоты» станет важной частью инфраструктуры города Якутска. Компания планирует развивать и активно развивать промышленное и гражданское строительство в республике, применяя современные технологии и привлекая лучших специалистов. Запуск производства бетона и свай позволит нам избежать рисков, в том числе связанных с логистикой и ограничением по весу на дорогах. Новая линия обеспечит качественное сырье для строительства нашего квартала и не только, в общем-то, и для всей республики в целом. В суровых условиях Якутии важно наладить бесперебойный процесс изготовления строительных материалов, чтобы работы на строительных площадках велись круглогодично, невзирая на климатические условия. Производство строительных материалов для возведения ленских высот способно работать при температурах от плюс 40 до минус 40 градусов. Наша производственная линия может производить бетон любой марки по техническому заданию различных видов строительства, включая гражданское и дорожное. Еще хочу отметить, что мы используем собственное сырье высочайшего качества. Наш бетон и сваи изготавливаются из нашего же собственного щебня и отсева, который мы под строгим контролем качества отслеживаем. Они обладают отличными показателями прочности, морозостойкости и влагостойкости. Квартал «Ленские высоты» будет стоять на сваях, которые также производятся здесь, на собственной промышленной площадке. Мы производим железобетонные сваи длиной до 15 метров, с выпусками арматуры до 960 миллиметров. Такие сваи идеально подходят для сложных строительных условий и идеально для наших климатических условий. Как вы видели сейчас на промышленной площадке, у нас бесперебойное производство, так же как и доставка продукции. И даже при экстремальных температурах до минус 60 градусов мы доставляем сваи. Важно отметить, что застройщик уделяет особое внимание производству материалов и строгому контролю качества. А также обеспечивает снабжение бетоном и сваями не только свои строительные объекты, но и активно работает с поставками продукции другим строительным и промышленным предприятиям региона. Это способствует не только скорейшему развитию строительства собственных объектов, но и развитию строительной отрасли в республике в целом. Правительство России направило финансирование на выплаты в 2025 году медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания. Якутия на эти цели получит более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Средства поступят в территориальные фонды ОМС. Выплаты положены медработникам, которые помогают диагностировать болезнь на ранней стадии.
До конца года врачи травматолого-ортопедического отделения Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи планируют провести около 900 операций по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. Подробнее смотрите далее. В течение многих лет Любовь Владимировну мучили боли в коленном суставе. Врачи пришли к заключению, что необходима операция по эндопротезированию. Недавно пришла квота на плановую госпитализацию, и Любовь Владимировна легла в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Я поступила в понедельник на той неделе. В среду прошла операция. Вот. Хочу сказать о докторах, о медсестрах, о санитарах. Это большой слаженный коллектив, большие профессионалы, знатоки своего дела. Вот, они умнички просто. Операция прошла как-то, ну знаете, с улыбкой, налегко. Эндопротезирование тазобедренного и коленных суставов в Республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи началось в 1996 году. За это время врачами было выполнено около 5000 операций. Сама операция по эндопротезированию занимает несколько часов. По сложности ей присвоена 6-я категория. До этого года, до 2024 года, у нас годовой объем по заболеваниям по эндопротезированию было где-то около 400 операций. В этом году мы должны освоить 700 операций. Но осталось где-то 72-73 штуки, этих освоить надо. Надеюсь, до Нового года мы завершим, план выполним. Операция по эндопротезированию коленного сустава проводится следующим образом. Сначала вырезается часть хрящевого сустава и ставятся специализированные вкладыши из хрома, кобальта и молибдена, после чего врачи вправляют суставы. Хирургическое вмешательство по замене тазобедренного сустава проходит так. Чашка заменяет суставную поверхность вертлужной впадины. Выполнена она из металла. Бедренный компонент заменяет головку и шейку бедренной кости, обычно изготовлена из металла полностью. Пациенты попадают после оперативного лечения в отделение реабилитации, которое располагается в нашем же здании, что позволило сократить время пребывания пациентов в отделении ортопедии. То есть у нас оборот койки увеличился, да, за тот промежуток времени, который раньше пациенты занимали в отделении ортопедии, сейчас проходит 3 больных уже. Вот. И пациент, соответственно, получает реабилитацию в стенах нашего учреждения, когда он выписывается уже, ему, соответственно, уже не надо, нет необходимости идти в медицинскую организацию, куда-то еще, он выходит на своих ногах, уже готовый, собственно говоря, к жизни вне медицинской организации. Как отмечают врачи, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов выполняется на срок 15-20 лет, после чего происходит их замена. Плановые операции выполняются в рамках обязательного медицинского страхования. Вероника Таюрская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. В столице республики стартовал передвижной международный фестиваль «Кино на службе Отечеству». В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина состоялась презентация работы документалиста Олеси Шигиной. Помимо этого выступили автор и исполнитель Кирилл Макеев, участник СВО Руслан Дорошенко с позывным «Чтец» и поэт Александр Пелевин. Фестиваль завершится 12 декабря. Посетители смогут увидеть документальные фильмы, созданные в России с начала проведения спецоперации, а также побывать на творческих встречах. Отметим, с момента своего запуска фестиваль охватил 47 регионов России. На всех площадках города будут показы разных фильмов, то есть документалок о военных, о мирных, о семьях, о разных случаях, которые бывают на войне и так далее. Моя роль в этом не такая уж большая, я всего лишь поэт, буду время от времени выступать со своими стихами. Я неоднократно бывал в зоне СВО, я выступал перед бойцами, в частности перед 200-й гвардейской бригадой. У меня много стихов, посвященных прямо именно этим визитам. О самых заметных событиях Алданского района узнаем из еженедельного дайджеста новостей от наших коллег. Предлагаю посмотреть. Клево! Клево!
Вот так, с хорошим настроением и улыбками, прямо с порога ты попадаешь в детство. Катание с горы издревле любили на Руси. Снежные забавы не приемлют ни возраста, ни пола, легко поднимают настроение, не требуют особого инвентаря, поэтому очень популярны в народе. Отлично! Классно! Супер! Очень страшно. Ну, скорее всего, это больше, конечно, развлечение, чем популяризация зимних видов спорта. Но мы этот подъемник применяем для подготовки наших юных, самых маленьких горнолыжников и сноубордистов. То есть начинающих, которые только встали на лыжи и на сноуборд. 160 метров длины, электрический подъемник и средства для катания – тюбинг. Штука по нынешним временам не дешевая, да и должна соответствовать требованиям безопасности. Так что средства для катания выдаются на месте. Эти тюбинговые ватрушки рассчитаны на определенную весовую категорию. Их тут два типа, да, одни для детей, другие для взрослых. А свой инвентарь не может гарантировать того, что в ответственный момент при прохождении там какого-нибудь виража она просто-напросто не лопнет. И второй момент – это конструкция ручки. Там, то есть ручка идет из специальной резины, которая обеспечивает наиболее качественную адгезию к бугелю. То есть прилегает таким образом, чтобы срываться только в тот момент, когда это нужно, да, когда подъем уже закончен. Опять же, свой инвентарь не может гарантировать, что там вообще будет резина на этой ручке. А подъемник, дети справятся с подъемником? Да, там ничего сложного на самом деле. То есть необходимо просто, как в популярной игре кольцеброс, надеть кольцо на выступающий бугель и подняться. Все. Перед официальным открытием трассы сотрудники спортивной школы Олимпийского резерва, на чьей территории находится объект, на себе испытали все прелести и каверзы спуска. Испытания прошли успешно, а их участники получили порцию хорошего настроения. Великолепные впечатления, всем вообще рекомендую. Прекрасно прокатилась. Еще собираюсь сейчас испытывать до последнего. На ваш взгляд, это будет хорошей развлекухой для местных жителей? Я думаю, это будет обалденной развлекухой для местных жителей. И для детей в особенности вообще, и для взрослых тоже. Стоит отметить, что рядом с тюбинговой трассой организовали горнолыжный спуск для детей и начинающих горнолыжников с небольшим и безопасным уклоном. В общем, катайся, веселись и отдыхай правильно. Длина подъемника 150 метров, длина спуска около 170 метров, но он не является сейчас безусловным. То есть есть возможность увеличить как подъем по метражу, так и спуск. И благодаря нашим детям и родителям, которые его опробуют в течение этой зимы, мы примем решение на какое-то формирование, может быть, другого рельефа и увеличение самого подъема. За 2 выходных дня на тюбингах покатались более 1000 человек. Погода в эти дни выдалась не по-зимнему теплая, поэтому алданцы и их дети спешили опробовать новый аттракцион лично. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске стартовало первенство по футболу среди юношей 2008 по 2011 год рождения. Турнир, посвященный году детства, собрал на поле столичного спорткомплекса Дахсун 9 команд из ведущих футбольных школ региона. Подробнее о начале соревнований в следующем материале. Как известно, лучшая тренировка – это соревнование, тем более, если речь идет о детях. На этом турнире воспитанникам футбольных школ выпала редкая возможность посостязаться на площади всего поля. Ведь обычно детские соревнования проходят на разделенных площадках. Это наши вторые соревнования на все поле 11 на 11 и довольно хорошие. Всем нравится этот формат. Скоро будем переходить на этот формат навсегда. Тренер смотрит, какой формат нам подходит и как мы будем играть против других в дальнейшем. В первый соревновательный день состоялось спартаковское дерби. В рамках дебютного тура первая команда красно-белых, за которую играет Кирилл, приняла экзамен у товарищей из дублирующего состава. В итоге «Основа» одержала разгромную победу со счетом 20-0. Были выставлены 2 команды, получается, первый состав и второй, чтобы ребята все получили достаточно игровой практики. Ну, как мы видим, что первый состав превосходит, но ребята из второго состава тоже навязывают борьбу, стараются, выкладываются, и поэтому надеемся, что для них это тоже будет большим опытом.
Выявление победителей в обоих возрастах идет по круговой системе. В число фаворитов среди команд до 16 лет числятся воспитанники республиканской спортивной школы, которые выступают в Дальневосточной юношеской лиге. Ну, у нас втягивающие такие тренировки были, так как мы вот после ЮФЛ месяц отдыха был. Ну и так втягивались потихоньку. Дальше будем готовиться к следующему сезону ЮФЛ. Ну, ожидание первое место занять, и сегодня только победа. Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в республике. Так, в Якутии регулярно занимаются футболом более 15 тысяч человек, из которых порядка 2000 – дети. Именно для детского юношеского футбола в республике сделано немало. У нас есть где играть, у нас есть манеж зимой. Естественно, есть для футзала у нас объекты. И у нас есть самое главное – это дети и тренеры. Плюс у нас есть, конечно, юноши старшие, которые уже играют на определенном уровне, которые играют в юношеской футбольной лиге. Это соревнования Дальнего Востока, самый, как бы сказать, масштабный, самый престижный турнир. И вот у нас как раз в городе Якутске это эпицентр именно вот всех наших футбольных клубах. У нас есть здесь муниципальные наши, республиканские бюджетные футбольные школы, есть коммерческие структуры. Решающие матчи турнира состоятся 13 декабря. По итогам турнира будет сформирована сборная команда Якутии, которая выступит на первенстве Дальнего Востока. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В Алмазном крае стартовала ежегодная акция «Елка добра». Традиционно она прошла в администрации Мирнинского района. В ней приняли участие руководство района, города, депутаты районного совета и работники администрации. Каждый желающий выбрал письмо ребенка с новогодним пожеланием и попробовал себя в роли Деда Мороза или его местного коллеги Чисхана. В этот раз ситуация особенная. Письма написали дети бойцов СВО. Раньше, в те года, мы дарили подарки детям-инвалидам, детям трудной жизненной ситуации. Так? А в прошлый год и этот год мы готовим подарки для детей, участников СВО. В этом году также глава Мирнинского района, председатель районного совета депутатов, все сотрудники администрации района, члены народного актива, они будут принимать участие в этой акции. Специалисты Роскачества дали советы по выбору мандаринов и рекомендовали не покупать недозревшие, перезревшие, а также поврежденные плоды. Спелость мандаринов можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожуры. Продолжит тему Даяна Федорова. Мякоть мандарина состоит на 87% из воды, еще 7% приходится на сахар, а остальное – это полезные вещества и витамины. С приближением Нового года на прилавках магазинов появляются свежие плоды, и важно знать, как отобрать самые вкусные и качественные. Берем мы марокканские, но их тут нету, поэтому пока взяли турецкие мандарины. Ну, они сладкие, во-первых. Ну и так смотрим на ощупь. Упруговатые, но не совсем упругие тоже. Ну и знаем, что всегда покупаем, знаем, что эти мандарины сладкие. Цена на один из основных символов Нового года ежегодно растет. В прошлом году мандарины в среднем стоили по России около 245 рублей. В этом году цена составила 252 рубля. Ну а в Якутске цены на сегодняшний день начинаются от 270 рублей. Однако цену устанавливают сами предприниматели. Есть марокканский, такой сладкий, хороший. И есть китайские тоже разные сорта. Марокканский есть у нас 350, и китайский есть 300 рублей. Там разные виды китайские. Маленький, чуть большой, 300 рублей. И будет такие цена, наверное, до Нового года. Так как же правильно выбрать мандарин? Свежий плод должен быть ярко-оранжевого цвета, без пятен и повреждений. Кожура должна быть тонкой и легко отделяться от мякоти. Перезревшие плоды можно легко визуально определить по сухой, твердой и сморщенной кожице. После покупки мандаринов важно обеспечить правильное хранение. Так как мандарины – тропические фрукты, их нужно хранить в прохладном месте, в холодильнике от плюс 6 до плюс 10 градусов. Если же этого сделать невозможно, то лучше всего хранить их в прохладном месте дома. Специалисты предупреждают, что употреблять мандарины, как и все цитрусовые, нужно с осторожностью, особенно тем, у кого высокий уровень сахара в крови. А также важно помнить мыть руки и фрукты перед употреблением. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
В городском парке Нерюнгри состоялось торжественное открытие зимнего сезона. Этот замечательный и непривычно теплый для зимней столицы Южной Якутии вечер стал большим праздником как для детей, так и для взрослых. Наша съемочная группа присоединилась к отдыхающим нерюнгринцам. На открытие зимнего сезона в парке культуры и отдыха жители и гости Нерюнгри пришли целыми семьями, компаниями, чтобы весело провести время. Ведь для отдыхающих была подготовлена обширная развлекательная программа. Это у нас и развлекательная площадка с детьми проходила сегодня. Проходила у нас сегодня встреча с клубом ездовых собак, где можно было бы сфотографироваться на фоне красивой фотозоны. И, конечно же, зажжение нашей главной елки нашего парка с новогодней новой иллюминацией. Гости парка с большим удовольствием окунулись в праздничную атмосферу и приняли участие во всех мероприятиях. Детвора штурмовала ледяные горки. И все, как дети, так и взрослые, с радостью фотографировались с пушистыми и общительными четвероногими друзьями из клуба ездовых собак «Белый ветер. Снежные псы». Конечно же, настроение великолепное, эмоции переполняют. Погода шикарная, обстановка веселая, народу много, здорово. Отличное настроение, пришел с семьей. Вот моя жена, вот мой сын. Отлично, отдыхаем, гуляем. Ребенок у нас на горке. Да. Мы ждем, когда она хотя бы разочек прокатится. Смотрите, сколько народу. Сегодня аншлаг, выходной, люди пришли все поотдыхать. Кульминацией вечера стало зажжение новогодней елки парка. Для этого на праздник специально пришли Дед Мороз и Снегурочка, а также их помощники, которые устроили около елки веселое и сказочное представление. Что ж, зимний сезон открыт. Новый год пришел и в городской парк отдыха Нерюнгри, который ждет жителей и гостей города провести там время с удовольствием и пользой. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. Встретимся в эфире.